Вот куртка. Афанасий, получается, руководитель, директор Фототента, очень хороший человек. И шила себе вот такую куртку. Яркую. И по городу хожу так. У нас... Потому что почему шила? Купила в столичке вот это за 300 рублей материал. И этот... Как халат. Перезимовала в прошлом году. А этим летом, говорю, этой зимой одеваю, и люди уже, ну, подписчики спрашивают, типа, как, что, типа, выпусти свою линию, например, да. Ну, сейчас улетаю, например, в Москву, хочу найти инвестора, ну, того человека, ну, может, среди наших земляков найдется сделать. И это, где это народный бренд, должен быть доступный, чтобы у всех людей одеть, там, целготары, работников, там, ЖКХ, у которых спецовки одевают. А это получается очень легкое. И, ну, все знаете, да, которые вот ходят в Аймекон для их холодных. И вот такое. Ну, я себе вот так. А фишка будет тоже яркие, а для них обычно вот черным цветом доступные. А то в магазине очень все дорого. Вчера я была в Баск, в магазин заходила в прошлый раз, такие цены бешеные. Такая зашла, все сняла, так хорошо рассказали. Но мне понравилось то, что, оказывается, якут, тоже у них это, ну, наш человек, директор. Оказывается, он специально под заказ делает Баск Якутии. Вот. Угу. Я вот уже штучки готовые. Вот. Оказывается, вот Баск. Ну, понравилась идея, что они специально заказывают линию одежды для жителей именно республики. Потому что у нас... Ой. Угу. Вот, я буду рассказывать, и чай себе налью, пожалуйста. Я оставила вчера запрос, что у меня сделала. Не знаю, могут написать, могут нет. Я как-то не страдаю. Я всегда вот так полезна. Я вчера сходила в торговый центр Проспект. Там многие, я давно не ходила по торговым центрам. Сейчас улетаю в Москву ради того, чтобы... Ой! Ради того, чтобы дать возможность людям, чтобы люди... У нас очень все дорого. Когда я этим летом открыла в начале лета инстаграм-страницу, укулеле приобрела, хотела купить, но магазин «Мир музыки» напротив торгового центра «Силуэт» по Кирова, я оставила 4500. Я рассказывала своим подписчикам, мои подписчики точно знают. Но деньги потратила, купила в магазине «Зарина» в ТРК Туймада костюм по скидке. 30% было, поэтому на карте осталось 2500. Я такая, мне надо было укулеле, я когда цель делаю, и нужно, это просто мне вот это нужно. Я попросила, говорю, я блогер, у меня вот, ну, я-то не врала же, что у меня вот молодежь, которые играют на гитаре, ну, на кавер песни записывают, у них, у всех нету своей гитары. Поэтому после укулеле, когда я просила, говорю, я буду ездить, ну, свой проект рассказала, что собираюсь по деревням, но сейчас уже по Москве. Это укулеле я с собой беру везде, куда я буду ездить, и буду обучаться. Я обучаюсь у Кати Черкашиной, но она в тот раз меня отругала, что я неправильно, ну, забыла эти
мы записывали, не то что, как сказать, не то что записывали, а играли, да, правильно. Угу. Вот почему я сейчас собираюсь в Москву, я слишком истинный патриот своего народа, больше мы сразу быстрее думаем на своем, потом нужно перевести, потом нужно донести до людей, но все равно я понимаю, потом уже английский язык нужно обучить. Поэтому не скажу, что у меня есть русский барьер, да, и вообще это наоборот, говорю, экзотика. Люди стесняются, что они плохо говорят, а это моя фишка. Я не думаю. Давайте я, получается, спою. Я очень благодарна магазину «Мир музыки». Я им обещала, что когда гитару забирали, что 60 тысяч, у меня 18 тысяч, сказала, что 60 тысяч подписчиков узнают, что есть такой магазин. Но я точно знаю, что узнают не только, что есть такой магазин, а 60 тысяч, да, а большое количество людей. Потому что эта укулеле будет всегда рядом со мной. А гитару я здесь оставляю, чтобы дети мои талантливые, которые поют, будут приходить и петь всегда, когда захотят. Сейчас я хочу спеть, Катя, не ругай меня, аккорды чуть давно уже не занималась. Мама моя очень сочиняет стихи, у нее очень много их, и я отправила, познакомилась с Женей Аленовым, и ему отправила стихи моей мамы, и за полчаса он мне отправил, музыку, как сказать, записал, и на гитаре спел, и мне отправил, и сказал, типа, записать эту песню. Давайте я спою. Sarsarda uhukta, sana günü göremim. Min kıra olup yürüdüm bir dağa çok. Sürüp bin bağırdım, atak sıgınyak. Kırılas kumakta ölüm bir evine. Bu barda taptaltan, taptaltan sırdı kırar. Yeğitten, sürah yören geredikten. Taptal küger berin erden. Bu barda taptaltan, bu barda тапталтан. Вот только первый куплет и припев знаю. Мы припев поменялись с Катей. Эта песня всегда рядом, и, как сказать, значение, любовь, и чувствуется, что это стихи моей мамы, и энергия, и поддержка, они всегда будут со мной рядом. Вот. И получается, давайте. Я всегда в прямой эфир захожу к себе в последнее время. Есть у меня на странице, где я вот в этой куртке с черной маской иду, посмотрите. Там на якутском, конечно, мои земляки меня поймут. Почему я в Москву летаю? В Москве меня ждет тоже наш земляк, Лукай Чугаев, очень талантливый молодой человек, который с женой уже давно переехали в Москву. И он очень хорошо YouTube-канал свой продвигает. Мне нравится то, что с какой идеей, с каким посылом снимает свои блоги, свои, например, видео. Поэтому к нему лечу, он должен встретить. И я, видите, вообще в технике вообще ноль. То, что я говорю, я всегда хотела, чтобы люди снимали, хорошо монтажировали. А сейчас я это все, что написала, записываю, все прикреплю в приложении, да. Приложение называется Кут или как-то. Про это приложение я, кстати, узнала, когда у меня снимали, вот в центре я говорила, да, у меня помещение было. Иванночка, тоже наша землячка, она тоже в Москве живет, фотограф, и Мария наша Зарняева, миссия Кутия. Они, я их поддержала в то время, отдала помещение, чтобы за рекламу, да, за бартер. Они провели мастер-класс по мобильной, как сказать,
обработки фотографий, визуал, вот именно Инстаграм, вот это. То, что я записала, вот именно это приложение, благодаря им, со мной осталось. Это приложение всегда напоминает о них. Вот, очень удобно, потому что, почему оно, Инстаграм же из-за авторских прав другие приложения, например, ну, типа, отказывает, например, отклоняет, а там запись экрана делаешь, любую песню скачиваешь как фон, и поэтому Инстаграм не блокирует. Лайфхак, поэтому спасибо Маше и Иваночке за это. Я вот пользуюсь этим приложением, сейчас все внесу. Я там все полностью не умею, там просто объединяю. Видео посмотрите, я всегда в этом приложении делаю. И фоновая, любая песня, нахожу в Ютубе, запись экрана, и делаешь, вводишь только видео, и там выбираешь только аудио. Тогда вот попробуйте, если получится, не забудьте поблагодарить, отметить. Вот. Уметь благодарить, это очень важно. И уметь договариваться на берегу. Вот я, получается, у меня вот большая, спасибо моим родителям, моим предкам, да, у нас на генном уровне, что у нас вот умение благодарить искренне и говорить прямо в лицо то, что думаешь, пускай нравится, не нравится, и делать то, что хочешь, это у нас есть. Когда я начала вот изучать свою родословную, я говорила же, что я ходила по кладбищам, когда я нашла, я вот в моем телефоне, я даже покажу, здесь у меня приобрела второй телефон для удобства, потому что это уже память, это отдельная история про телефоны. Я покажу галерею, оно, как сказать, фотографии моих предков. Вот, посмотрите. Вот, я нашла могила моего дедушки. Я так там успокоилась, сидела, разговаривала с ним. Я вот еду. Сняла в аренду машину. Это прадедушка по маминой линии. Вот еще видео снимала, обращение, но никуда не выкладывала. Придет время. Это мой дедушка. Летом я ходила, там полностью... Ну, здесь, получается, это вся лента. Для чего я фотографировала в Марусском наследии по папиной Сосины, да? С фамилией Сосинов я всех сфотографировала для того, чтобы... Ну, с ними общалась, там, этот попросила благословения. И в плане того, что вот именно по датам. Я всех своих родственников ввожу, например, это... Древо жизни 5. Есть такое приложение, ну не то, что приложение, да, на сайте Google заходите, есть, находите, я про это узнала благодаря Константину Ильичу. Это тот человек, который именно всю свою жизнь работает над Türkçe. Везде, куда приходишь, про него знают, я его очень уважаю, за это ему очень благодарна. И узнала в прошлом году, то ли весной это было, была конференция вот рядом с ДК Клоковского, с моим домом сейчас уже, что проходит конференция по родословной. Я же изучаю, я пришла, послушала от начала до конца. Там был наш министр, ну сейчас уже бывший, Министерство молодежи, вот, Владимиров. Вот, и все, когда они сидели и рассказывали, и сижу, смотрю, все в возрасте. Ну, бабушки, дедушки, молодежи было мало, вообще почти что не было. Я такая, хоп, стала, ну, типа, задавайте вопросы. Я встала такая и говорю, я, Олеся Сосина, хочу именно, давайте сделаем молодежное крыло, я буду ездить по деревням и буду рассказывать, и до этого времени я, типа, сама свою родословную сделаю, я пойму сама я откуда, да, и буду рассказывать, чтобы молодежь сами делали. И когда я думала над Türkçe, я думала тоже, нужно ходить там в архив, там, сразу, типа, начинать там с верхних, там, сейчас давно забытых, да, предков. Оказывается, нет. Я поняла, вот во время конференции, оказывается, каждый человек должен начинать с себя. И я начала родословную с дочки. Я это все делаю, вся моя жизнь, это чисто для моей Урсуны. Урсуна вот первый человек, потом от нее все пошло. С этой линии. Вот папина линия идет у вас, а в этой мамина.
И начала там фотографии, там дата рождения. А это разработал житель Новосибирска, я имени не помню, он там тоже присутствовал в конференции. Я спросила у него, я хочу, там же было на русском все языке, я спросила, а можно ли технически сделать так, чтобы там было все на якутском языке, ну типа и я, ага, и не. Он такой, если будет человек, я же про себя спрашивала, но я не сказала, что я хочу, да, просто спросила, а он такой, если будет человек, который сайт полностью будет знать от А до Я, и который сам сделает, и который вот на якутском языке полностью перевод сам сделает, почему это? Да, конечно, это можно. Я такая, хоп, я должна это сделать, чтобы... А, кстати, он с Новосибирска же, а у меня завтра билет через Новосибирск, мне нужно, оказывается, с ним встретиться. Сегодня тогда позвоню Константину Ильичу. Вот неделю назад я звонила ему, Константин Ильич, он такой, а я куда пропала? Люди спрашивают, где та девушка, которая, типа, пришла и сказала, что, типа, она будет молодежная Крылова, там, да, типа, куда она пропала? Ну, ковид Датилович же. И я говорю, нет, я свою делаю, этим летом сходила, ну, нашла своих предков, вот так вот. Он такой так обрадовался. И дальше, что, ну вот когда в прошлом году, когда находишься, вот переломный момент приходит, я поняла, вот 3 декабря я очень ярко помню, когда работала в Нижнем Бестехе. Спасибо моим коллегам, которые тоже за ту поддержку взяли на работу, Ольга Васильевна. И не точно помню, но была организатором, зарплата 25 тысяч, да, просто ходила, приходила. Когда я вышла 3 декабря, я открыла дверь. Я увидела перед глазами как будто картинку, что я держу себя в руках, как будто я в гроб себя ложу, как будто со стороны, вот так картинка тут. И я поняла, иду, и я на себя злилась. Что ты здесь, типа, себя не реализовываешь? У тебя так много энергии, там это, почему ничего не делаешь? И все, сказала, все, хватит плакать, жалеть себя. Ну, завтра просыпаешься в 5 утра, я до этого всегда просыпалась. В 5 утра просыпаешься и начинаешь делать свою родословную. Я всегда хотела делать, всегда хотела, когда-то начну, понедельник никогда не наступал. А потом вот 4 декабря 2019 года, в прошлом году, да, уже начала каждый день делать. Начала по линии Сосинов, по папиной линии, потому что у нас в 1957 году Спиридон Сосин сделал и оставил, у нас есть по папиной, а по маминой нету, поэтому мне придется все это объединять. Чем сейчас я занимаюсь. Поэтому по папину очень удобно, когда есть. Сейчас только нужно внести вот эти данные новые наших детей, внуков. И когда вот изучала свою родословную, пришло озарение, когда... И понимаешь, почему я такая вот говорила, да, почему Илтумен, почему... Оказывается, вот в моих предках есть люди, которые по папиной, которые здесь возглавляли именно республику. Есть там и учителя. Почему я всегда за справедливость? У нас по папиной первой династии милиции Сосиных. Вот у меня вот справедливость есть. Я пойду, например, до конца, да. Там права, как сказать, говорят же, права свои качают, да. Но когда я вижу, что где-то что-то не так, у меня вот это просыпается, и это наложено же. Я всегда смотрела, папа как работал, он всегда рассказывает. Это все у нас есть. Но он всегда был против, чтобы мы поступали, ну, типа, пошли по его стопам, и он не хотел, чтобы мы стали милиционерами. Я и брат. И всегда говорил, типа, вот с вашим характером всегда за справедливость, короче, никак не сможешь, короче, там работать. Да и работа тяжелая. А вот педагог, по маминой, это вообще, да. О, слишком горячий чай. Я всегда воду пью, я кофе никогда не пробовала. Шампанское, вино, пиво, водка, еще там какое спиртное я тоже не пробовала. И курить не пробовала. Поэтому, как моя мама. Это все у нас от родителей. Она тоже такая же яркая, тамада, там. Но я вижу и анализирую, что они полностью себя не реализовали, потому что они родились во время, ну, в советское время. А у нас сейчас очень много возможностей,
и мы вчера по телефону разговаривали, там это. Они всегда меня ругают. Почему? Всегда вот вчера только анализировали. Я-то знаю, что вот умом-то я понимаю, что они меня оберегают, они меня защищают, там, хотят там это, но... А когда я была молодая, я всегда спорила, ругалась, вы меня не понимаете, не поддерживаете. Я уже начала свои эти не рассказывала, когда вот в прошлом году, в переломном моменте, им не рассказывала, почему, ну, как-то это все равно отдаляешься. А сейчас вот мы начали очень хорошо общаться, рассказывать, да и я сама уже, папа говорит, ты уже как бы как джавар биткызган үйгөн кахан тутаган алапкын местаган булан дейин. Вот. До того энергичный, до того этот, и я говорю, вот все советы, которые папа дает, да, это не просто так интуиция, я смотрю и анализирую тот путь пройденный. И сейчас моя цель, я улетаю в Москву целью именно открыть онлайн-школу, посыл такой будет. Садовод, там большой рынок, как наш 203 микрорайон, там в 3-4 раза дороже. У меня цель, когда я увидела, что там очень дешево в Москве, ну это понятно, я думала там 2-3 раза, там очень и качество хорошее. Я нашла ссылки, я обучилась у Ольги Селиховой, она именно по открытию инстаграм-магазина, очень хорошая девушка, которая именно с мужем обучает вообще от души. Я за 27 тысяч у нее в то время обучилась, они переехали, здесь ее продали, переехали в Казань, я за ними смотрю и как мотивируюсь, тоже благодарна. Когда вот прилетела летом и увидела цены, я такая, нет, я никак не могу, потому что как блогер, у меня цель, мой блог именно эксперт выхода из долгов, да, вы это поняли, поэтому цель именно, чтобы люди не тратили. Пускай каждый человек откроет магазин на диване, да, в кавычках, лежа, да, и я вот полностью сделала список ссылок, которых проверенных поставщиков, и я отправляю. Я сделала абонемент в месяц, работу со мной за 5000 я продала, летом 40 девушкам помогла, ну, 40 абонементов. А в тот раз Даша Свилюйска уже написала, хочет открыть, ну, дальше продвигать инстаграм-магазин, хочет открыть. Говорит, она для себя заказала, а сейчас уже вот новогодние шторы хочется, ну, шторами заниматься. Типа, ты как планируешь? Я хочу тоже приобрести во второй раз абонемент. И потом вот она из-за этого вот закрутилась, завертелась, и я вот улетаю в Москву. И пришло время, и осознание того, что мне нужно открыть онлайн-школу, сейчас все через онлайн же, да, по возможности уже на офлайн перейдем. И именно я собираю детей, которые хотят быть блогерами, предпринимателями, вайнерами, ну, которые поют, да, ребята, сейчас очень модно. Такими открытыми, свободными, которые хотят быть, дети, которые хотят зарабатывать, мы собираем их в онлайн-школу. И обучение, это все на сайте будет, мы сейчас вносим. Это не будет дорого. С каждой школы я ищу по республике, с каждой школы по одному ребенку. Я весь свой опыт ему передам и обучу, потому что я со школьных лет была активной лидером, да. И я сейчас думаю, блин, какой-нибудь предприниматель подошел бы, да, и увидел. Я же ходила, или кто-нибудь заметил, да, и типа, вот, Олеся, такая молодец, у тебя вот предпринимательская жилка, да, ну, там, давай я тебя поддержу, сделай вот так, вот. Не хватало вот наставника именно вот в плане бизнеса. В плане там, учителей, там, я полностью благодарна. А именно вот в плане того, что у нас жизнь развивается, не нужно, типа, у нас как воспитывали, типа, богатые люди плохие, типа, они, типа, уоран албыднану хаябтара индию курду. Это у нас заложено в подсознании, это нам мешает. А я дочку воспитываю, чтобы деньги это хорошо, там, копилка мы когда это делали, там, по 10 рублей копили, сейчас тоже сделала ей копилку, например, всегда. И нужно менять свое мышление, тогда если мы сами должны над собой работать, тогда и нашим детям. А если я буду воспитывать свою дочку так же, как меня воспитывали, это нет. Это сейчас век другой. Нужно развиваться, не нужно закрываться и идти к своей мечте. Пускай у каждого своя жизнь, нужно делать радостно. Ну, мои эти, да, давайте закончу, слишком много я сняла. И работать мне тоже надо собраться. И, как сказать,
Нужно рано просыпаться в 5 утра, нужно читать книжки по одной главе каждый день. Я много не читаю. Записывать свои мысли в дневник, в идеале в Ютубе свои мысли, не для того, чтобы стать блогером, а для того, это я все делаю для моих детей, для моих внуков, правнуков, чтобы они видели, это все всегда на всю жизнь останется. Вот. И нужно путешествовать, тогда ты выходишь из зоны комфорта, и когда видишь что-то новое, и сам тоже развиваешься. Вот. И нужно, как сказать, найти своих единомышленников, которые тебя всегда поддержат. И самое главное, нужно найти свою любовь. Того человека, который примет тебя таким, какой ты есть, не будет там ревности, не будет там только вперед, видеть в одну точку и жить счастливо. Все, нарожать детей, готовить. Вот, поэтому вот эта атмосфера, я сейчас улетаю. А здесь есть команда собрана, которые девочки всех приглашаю, кто хочет жизнь свою поменять, развиваться, пишите. Те мои знакомые, может кто-то станет наставником, кто-то так, все через меня, хоть я буду ездить, но здесь команда полностью работает, система уже сегодня придут, договор нам нужно подписать, между собой, чтобы когда люди хорошо зарабатывают, я рассказываю, вот это будет. И со мной я оплатила в один конец билет, обратно она сама оплатила, тоже по скидке. Со мной я забираю Снежану, она очень талантливая девушка, в ней я вижу перспективу, вот, про нее тоже мы снимем ролик с Лукой, про это он не знает, вот, и, как сказать, я всегда говорю, я люблю мир, мир любит меня, и мои хэштеги эгди, көңілбін, нижняя черточка жаллахпун. Этот хэштег я сделала, когда я уволилась со школы, ушла. А в то время подумали, что я развелась с мужем. Мы в то время были не разведены. Поэтому хочу сказать, мечтайте, подписывайтесь, ставьте лайки, наблюдайте. Я тоже также буду показывать, как жизнь своим землякам, те города, буду знакомиться и буду транслировать все как есть. А вам, моим будущим новым друзьям из других городов, да, других стран, я буду показывать нашу жизнь суровую, минус 50 где-то, даже в Баймбекёне, там сколько, минус 69, да, или сколько там было, максимум градусов. Буду показывать жизнь в суровой зиме, добрых людей, открытых, неиспорченных, сплоченных людей под именем Саха. Беги Сахалар, привет. Всем желаю удачи, пишите, я всем отвечаю, и удобно будет в комментариях, потому что в директ очень много, когда приходит писем, у меня привычка всем отвечать, и очень много времени тратится все равно же по очереди, и жизнь насыщена. А когда в комментариях пишешь, и там уже люди тоже, более быстрее. Поэтому можете позвонить, написать, можете поддержать. Вот. И если у вас есть дети, которые вот хотят стать предпринимателями, блогерами, вайнерами, КВНщиками, у меня есть команда ребят, которые их обучат, наставники вот здесь, и онлайн, у нас уже система поставлена, мы записываем наши уроки в платформе GetCourse. Вот. И те люди, которые вот хотят закупаться по московской цене, тоже пишите. Абонемент стоит, если вы заказываете для себя в месяц, хоть каждый день на любую сумму, вы оплачиваете месяц работы моей 5000, работу моей команды, да, 5000. А если хотите открыть инстаграм-магазин, это 10 000. Это все есть на моей странице в шапке профиля.
где.org. Пока, скоро тоже выйду на связь. И я очень благодарна Сардане Владимировне за то интервью. И благодарна себе, что я проснулась в 3:30. Мы только вчера о ней говорили, когда я ходила в торговый центр Проспект в магазине Goodwin. То же самое, ну, с продавцами, там очень хороший детский магазин, который продает куртки. И работники, там продавцы рассказали, что приходила Сардана Ксентьева, там такая простая, такая это. И когда, помните, видео было, когда с другом мы записали песню про шаурму, после этого вот у меня началось все. Победа на конкурсе каверов, на конкурсе Николая Новгородова, потом он выбрал нас в команду. Ну, про это вы знаете, да, XD лейбл я сказала, поэтому он принял название. Но пока сейчас не общаемся, что-то не выходит на связь. Вот, но жду. Вот. И всем благодарна. И в моем ютубе будет про каждого, я буду снимать, рассказывать по чуть-чуть. Вот 11 лет опыта, большая благодарность Светлане Кимовне в плане, ну как меня, да, именно как педагога, очень большую поддержку она оказала. Я всегда ей благодарна. Как она меня понимала, мои все безбашенные идеи, она всегда поддерживала. Вот. И наставников очень много, про всех, про них я буду по чуть-чуть вам рассказывать. Вы будете знать, что в Якутии есть люди сильные от природы. Вот. И мечтайте, действуйте. И, как сказать, будьте открыты и свободны. Всех люблю, всем пока.